У нас тема марксизм. Ага. Записывайте. Тема марксизм. Лекция номер 1. Вводная. Общая. Вводная. Знаете, у нас будет 5 лекций, 5 семинарных занятий и 11 это собеседование по курсу. Поэтому очень коротко будем записывать. Потому что в семинарных занятиях вы в каких-то материалах должны набираться, ответить-то, чтобы закрепить семинарные занятия. Если только лекции прослушать и потом семинарные занятия не проводить, тогда это пустое дело. Я профессор, работавший в высшей школе 20 лет, поэтому эти тонкости, нюансы я знаю. Сейчас несколько слов, почему этим я так долго занимаюсь. Я год контрреволюции в 1993 году защитил кандидатскую диссертацию по философии. И, как у всех советских людей, возник вопрос, а почему же этот тройсверхдержава после США, Советский Союз, развалился как карточный домик? Я решил это дело найти ответ в марксизме. То есть с 1993 года я как ученый занимаюсь изучением и исследованием марксизма. Марксизм издан в 45 томах, примерно вот такой толщиной, 45 томах, Институтом марксизма-ленинизма. И это учение, это, понимаете, сборник сочинений. А то, что нам с вами в институтах, там, в высшей партийной школе говорили, что вот мы философию изучаем, политэкономию, классовая борьба, пролетарская революция, вы ничего не записываете, я вам скажу, что записывать. И теория научного коммунизма, там вы не найдете этого. Это сборник сочинений о разных произведениях, вкраплены о разных местах философия, политэкономия, классовая борьба, пролетарской революции и теория научного коммунизма. То есть это цельное такое мощное учение, которое, конечно, вот я занимаюсь, в будущем году 30 лет будет, потом я защитил докторский и продолжаю эти дела. И не могу сказать, что я марксизм постиг, знаю его, не могу сказать. Но тем не менее, когда я начал изучать марксизм, я коммунист 1967 года, 10 лет стажа секретаря районного комитета партии, и само собой мне, когда я начал ознакомливаться, прочитать этот марксизм, очень сложно он читается и так далее, я понял свою миссию. Мне надо это учение, что говорилось, рабочий класс вот, марксизм знает, крестьяне знают, что это вранье. Этого они знать не могут, потому что очень сложное изучение. Доктор философских наук, изучая лет 20, говорит, что я еще не могу сказать, что марксизм постиг. Понимаете, это очень сложное учение. Поэтому я перед собой поставил задачу, что, вероятно, такой дураков, как я, без оплаты работать 30 лет изучать марксизм никто не будет. Поэтому перед собой поставил, что вот когда коммунизм все равно вернется в Россию, и вот тогда рабочий класс и крестьянство, интеллигенция по моим монографиям может просто освоить, потому что есть все этой огромной 45 томов, философию в одной книге, политэкономию в другой книге, классовой борьбы и пролетарской в другой книге, и теория научного коммунизма в 4 книге. То есть 4 монографии. Первую книгу вообще философия коммунизма это практика реализации марксизма в Советском Союзе. Понимаете, какой это? 5 лет. 5 лет. Только вот такая тоненькая монография вышла. То есть это, конечно, очень сложная наука. Поэтому я не хвастаюсь, что я там постиг. А сегодня мы собрались для того, чтобы у вас осталось представление, что это такое марксизм, понимаете? Представление осталось. Если заинтересует, по моим монографиям можете вы уже детали изучать, именно Пушкина и все летать. И завершающим я написал теоретическое наследие Карла Маркса Фридриха Энгельса. Довольно тоненькая книга, и там я собрал всю сливки этих 4 монографий, научных монографий. Там получается в одной, если кто
на самом деле хочет узнать не полностью, но такой более подробно, теоретическое наследие Маркса и Энгельса, оно недостаточно, там написано отдельно. Теоретическое наследие в области философии, теоретическое наследие в области политэкономии, теоретическое наследие по классовой пролетарской революции, теоретическое наследие Маркса и Энгельса, теория научного коммунизма. Значит, моя задача вам, чтобы у вас осталось, что такое марксизм. Потому что в советское время мы все говорили марксизм, ленинизм, как будто это одно учение. А на самом деле не так. Карл Маркс, Фридрих Энгельс, записывая в это грандиозное свое произведение, они ставили задачу, что рабочий класс каждого государства, каждой страны должен переработать марксизм в условиях своей страны. В этом вся сложность. Понимаете? Это получается, что руссифицирован, такой вот термин вы не найдете в научной литературе. Руссифицированный марксизм – это переработанный Лениным марксизм в условиях России. И этой теме я посвятил еще 5 монографий. Общей сложности по марксизму, руссифицированному марксизму написано 11 монографий, которые лежат в библиотеке Республики Саха-Якутия, национальной библиотеке. Сейчас я начинаю рассказать по марксизму. Очень коротко, ничего не записываю, я скажу, запишите. Значит, вы должны знать, что ни одна наука, ни одна такая теоретическая большая работа, если в ней нет потребности общества, не будет она рождаться. Почему это Карл Маркс, Фридрих Энгельс, представители имущих класса, один сын адвоката, другой сын фабриканта, они решили добровольно перейти в мировоззрение рабочего класса. И их становление происходило очень сложно, потому что они же должны были оружием критики преодолеть идеализм, создать диалектический исторический материализм. И они должны были переработать капиталистическую политэкономию, написать «Капитал». Это энциклопедия политэкономии, капитализма, капитале. А на самом деле работа значительно шире. Они не только писали бы этот идеологию рабочего класса, но они их практически реализовывали. Союз коммунистов в 1847 году, Международное товарищество рабочего класса «Интернационал» в 1864 году, они очень хотели, чтобы появилась национальная социал-демократическая партия. Они добились, все-таки их на родине, Германии, появилась первая единая социал-демократическая партия рабочего класса Германии. Понимаете? Вы свидетели Парижской коммуны. Свидетели, не участники, свидетели. Их учения они-то попытались, парижане, реализовать в жизни. То есть, получается, что они не только теоретики, они эти теории попытались реализовать в тех временах практики рабочего движения. Сейчас какие практически корнях вырос марксизм? Первое. Буржуазная революция. Вы ничего не записываете, потом подскажу. Буржуазная революция в Нидерландах в 16 году, Англии в 17 году. В 17 веке. И, спасибо. И Франция в 18 веке. Промышленная революция, развитие буржуазных производственных отношений, формирование пролетариата. Это первое. То есть на буржуазных начинается буржуазная революция. Второе. В 1819 году в Тбилиси, города Манчестер, английские рабочие собрались в мирный митинг для того, чтобы высказать свои требования английского правительства. Английское правительство перепугалось, и впервые безоружного рабочих расстреляли регулярные войска. На это дело английский рабочий класс ответил объединением в национальном составе. Они создали чартистскую партию и попытались, то есть думали, мы через эту партию возьмем под контроль деятельность правительства. Человек всегда наивный. Никакой
правительства никакая политическая партия под контроль не возьмет. И третье. С 1825 года во всех развитых капиталистических странах происходили каждые 10 лет экономический кризис, перепроизводство. Никакого перепроизводства нет, только поскольку анархия планового хозяйства нет, они создали какой-то товар слишком много. Она не реализуется, она и вызывает экономический кризис. Сейчас теоретический источник. На каких источниках вырос марксизм? Первое – это классическая немецкая философия, особенно идеалистическая диалектика Гегеля, антропологический материализм первых. Второе – английская классическая политическая экономия, созданная Адамом Смитом, Давидом Рикардо. Третье – критический утопический социализм и коммунизм, созданного двумя поколениями утопистов. Сейчас структура марксизма, я вам уже, когда говорил, как это дело я создавал в своей монографии, и перечислил. Первое – марксистская философия, вторая – марксистская политическая экономия, третья – марксистская теория рабочих движения и пролетарской революции, четвертая – марксистская теория научного коммунизма. Возникает вопрос из этих четырех, какой является проектом строительства коммунизма? Теория научного коммунизма. Там изложено, что в своем восхождении коммунизм перейдет сначала переходный период от капитализма к коммунизму, потом первая, вторая фаза. Это марксистская трактовка. А мы с вами что строили-то? Социализм. Она соответствует марксизму? Нет. И какой? Это очень сложный вопрос, конечно. Это, как Филиппов сказал, так и станет свое место, я так не рассчитываю. И цель марксизма. Строительство коммунизма для обеспечения полного, всестороннего и гармоничного развития человека с разумными потребностями. Записывайте. Очень коротко. Исторические корни марксизма. Исторические корни марксизма. Двоеточие. Первое. Буржуазные революции. Буржуазные революции в Нидерландах в XVI веке. Англии в XVII, во Франции в XVIII. Запятая. Промышленная революция. Запятая. Развитие буржуазных производственных отношений. Развитие буржуазных производственных отношений. Если кто-то успевает, меня заставьте повторить. Запятая. Формирование пролетариата. Промышленная революция, развитие, что дальше? Развитие буржуазных производственных отношений. А я английский. Ручка пишет, да, ваша? Да, другой взял. Пишет. И формирование пролетариата. Второе. В 1819 году близ города Манчестер, в 1819 году близ города Манчестер английское правительство расстреляло мирный, безоружный митинг рабочих. Близ города Манчестер английское правительство расстреляло мирный, безоружный митинг рабочих. Третье. С 1825 года во всех развитых капиталистических странах,
каждые 10 лет происходили экономические кризисы перепроизводства. Перепроизводство обоих сторон в кавычках. Перепроизводство. Теоретические источники марксизма. Двоеточие. Теоретические источники марксизма. Первое. Классическая немецкая философия. Классическая немецкая философия. Второе. Английская классическая политическая экономия. Английская классическая политическая экономия. Третье. Критический утопический социализм и коммунизм. Критический утопический социализм и коммунизм. Андрей Сен-Симон там, да? А? Сен-Симон, да, французский? Это английская классическая экономия. Это учение Адама Смита и Давида Рикардо. Ну, это, в принципе... Нет, утопизм. Сен-Симон же там был. Это два поколения. Там очень много. Два поколения. Так, сейчас два слова. По утопический социализм. Есть разъяснение, вы ничего не записывать. Разъяснение Фридриха Энгельса 1847 года. Он говорил, социализм – это буржуазное движение, коммунизм – это рабочее движение. Притом, для особо непонятливых, он их повторил еще дважды. В 1847, потом в 1888 и в 1890 году. То есть, получается, социализм – это буржуазное движение, коммунизм – рабочее движение. Оно очень, очень просто запоминает даже. А почему же в Советском Союзе строили социализм? Что, получается, Ленин и Сталин не знали марксизм? Нет, не так. Ленин, значит, все свои 55 томов написал до начала строительства переходного периода от капитализма к коммунизму. То есть Ленин передряться нечего. Это во всех 55 томах социализм. То есть, на самом деле, это время Ленина было буржуазное общество России. Даже в 19 году, уже два года, диктатура пролетариата господствовала, а Ленин-то говорит, мы сейчас строим социализм, общество, создание крупных предприятий и производства, но экономическом строе России коммунистического ничего нет. Никак. Четко гений, как сформулировал-то. То есть его обвинять, что значит. Он вот во всех томах социализм не переходится. Ленин не разрабатывал план строительства перехода периода от капитализма к коммунизму в России. Он только разрабатывал элементы для составления этого. Он не успел. После смерти Ленина, это вы ничего записывать не надо, после смерти Ленина Сталин из этих элементов составил известный нам всем строительство ленинского научного плана строительства перехода период от капитализма, который начинается культурная революция, коллективизация, индустриализация, право на самоуправление. Это Сталин разрабатывал из элементов ленинских работ. И Ленин их не разрабатывал. Но он, это Сталин, из-за уважения своему вождю Ленину и преклонения перед ним переходный период назвал социализмом. Вот где собака зарыта. Ага. Но он, поскольку знал марксизм, при его жизни мы строили переходный период фактически. У Сталина есть 13 томов сочинений, там есть некоторые места. Мы строим переходный период. Но его он как политику партии не сделал. Представляете, какое дело? Ага. Это дело никак распространяться не надо.
Записываем. Структура марксизма. Двоеточие. Первое. Марксистская философия. Второе. Марксистская политическая экономия. Марксистская политическая экономия. Третье. Марксистская теория рабочего движения. Марксистская теория рабочего движения и пролетарской революции. И четвертое. Марксистская теория научного коммунизма. Марксистская теория научного коммунизма. Цель марксизма. Двоеточие. Цель марксизма. Двоеточие. Строительство коммунизма. Строительство коммунизма для обеспечения полного, всестороннего и гармоничного развития человека, обеспечение полного, всестороннего и гармоничного развития человека с разумными потребностями. Полного, всестороннего, гармоничного развития человека, разумными потребностями. Так, сейчас слушайте, ничего не записывайте, потом очень коротко записывайте. Значит, проект строительства коммунизма, я вам сказал, это теория научного коммунизма. Рассказываю. В результате 32-летней совместной теоретической работы, вы ничего не записываете, Карл Маркс и Фридрих Энгельс разработали общую, универсальную, теоретический модель коммунистического общества. И они все, это не только цель определили, но и его расшифровали. А в своем восхождении коммунизм пройдет через переходный период от капитализма к коммунизму и через первую-вторую фазу, собственно, самого коммунизма. И дали объяснение, что такое первая фаза, что такое, то есть переходный период, что такое первая фаза, что такое вторая фаза. То есть там заблудиться никак нельзя. Дальше, то есть мы уже проект имеем, теорию научного коммунизма. Проект имеем. Сейчас какие требования они ставили рабочим классу каждой страны. А сегодня у нас 200 государств, значит, он ставили рабочим классу каждый 200 стран. Что они требовали? Первое, это вы ничего не записываете, потом я подскажу вам. Первое, это рабочий класс должен переработать марксизм, созданный Марксом и Энгельсом, в условиях своей страны. То есть русифицированный марксизм России, критизированный марксизм Китая, и так в каждой стране. Понимаете, как мудро было придумано. Дальше. С учетом образа жизни, склада мышления, национальной традиции, обычаев, культуры, искусства народа своей страны, они должны были разработать научный план строительства, переходный период от капитализма к коммунизму. Это вторая задача рабочего класса. Ага. А соответствовали ли России? Я вам уже говорил, что Ленин переработал условия России. Я его назвал русифицированным марксизмом, триленинизм. Мы имеем очень четкий ориентир в России, как это дело понимать, философию, политэкономию, классовой борьбы, пролетарской революции, теорию научного коммунизма, как понимать России, это Ленин сделал в своих 55 томах. Тоже слитно, понимаете, это сборник сочинений Ленина, это 55 томов. Отдельно там философии нет, отдельно политэкономии нет, рабочего класса и пролетарской революции нет, теории научного коммунизма тоже отдельно нет. От каждой работы надо их вылавливать и понять и
взять на вооружение. А сейчас вот учетом образа жизни, склада мышления, национальной традиции и обычаев, культуры, искусства русского народа великий Ленин разрабатывал элементы для составления вот плана, научного плана строительства перехода период капитализма, коммунизма в России. Какие это элементы? Первое. В 1914 году Ленин написал о праве нации на самоопределение, потому что Россия проживает около 150 наций и народностей. Он считал это самое главное. Без этого мы коммунизм не построим. К тому же этот народ, который живущий в России, своим национальным меньшинством безграмотный. 73% было безграмотным. Дальше. В 2020 году он в Всемирном Всесоюзном съезде Совета выдвинул идею индустриализации всей страны на основе электрификации России по соответствию планам Голлера. Там 10 лет был составлен научный план учеными. Понимаете, какое дело? И в 2021 году порядки исправления ошибки РКББ большевиков, он написал новую экономическую политику, где наряду с другими проблемами разработал проблемы культурной революции. И четвертое, в 23 году, перед самой смертью, будучи тяжело больным, продиктовал последнюю работу о кооперации. Это и есть коллективизация мелких единоличных крестьянских хозяйств, крупных товарных хозяйств. Вот с этих элементов Сталин сформулировал, как я вам сказал, научный, ленинский, он назвал ленинский, но он себе не присвоил, ленинский научный план строительства перехода периода от капитализма к коммунизму в Советском Союзе. Так, записываем. Проект строительства коммунизма. Двоеточие. Проект строительства коммунизма. Двоеточие. В новой строке. В результате 32-летней совместной теоретической работы Карл Маркс и Фридрих Энгельс разработали общую, универсальную, теоретическую модель коммунизма. Теоретическая модель коммунизма, которая в своем восхождении должна пройти через переходный период от капитализма к коммунизму и через первую, вторую фазу собственного коммунизма. Через переходный период от капитализма к коммунизму и через первую, вторую фазу собственного коммунизма. Новые строки. Задача рабочего класса каждой страны. Задача рабочего класса каждой страны. Двоеточие. Первое. Должен переработать
марксистское учение должен переработать марксистское учение применительно в условиях своей страны. Применительно в условиях своей страны. Второе. С учетом образа жизни и склада мышления, образа жизни и склада мышления, запятая, национальных традиций и обычаев, учетом образа жизни и склада мышления, запятая, национальных традиций и обычаев, запятая, культуру и искусство народа страны, разрабатывать научный план строительства, переходного периода от капитализма к коммунизму. Запятая, на завершающем этапе которого должен разработать теоретическую модель первой фазы коммунизма. И как мы быстро марксизм прошли. Какие вопросы есть, пожалуйста?